КНД Чуйской области сегодня открылся первый центр по оказанию бесплатной юридической помощи. Новый офис уже начал принимать граждан по адресу Садовая, 7. В числе желающих получить бесплатную юрконсультацию Гульнара Курманбаева. Она, узнав об открытии центра, поспешила и специально приехала пораньше, так как у нее накопилось много вопросов к юристам. Сегодня я пришла сюда получить консультацию по поводу недвижимости. У меня есть сын, ему 25. Хочу оформить дарственную на дом. Работая в этом районе преподавателем, знаю многие проблемы своих коллег. В частности, это вопросы по пособиям детям-инвалидам, проблемы с жильем, подача заявки в ГИК и многое другое. Мы очень рады и благодарны, что у нас теперь есть такой центр правовой помощи. В данном центре будет предоставляться первичная юридическая помощь в соответствии с законом. Государственный нотариус, квалифицированные специалисты, юристы будут консультировать население согласно графику работы, утвержденному территориальным отделом юстиции с 10 утра до 5 вечера. Юридические виды услуг все, которые нам по линии ГГЮП идет, это все виды юридических услуг. То есть ГГЮП это говорится о том, что оплата гарантируется государством. Начиная, значит, уголовные, гражданские, административные и там, даже вплоть до дисциплинарных. Все виды услуг, начиная от консультации и непосредственного участия как по их защите клиентов, как в правоохранительных органах, так и в судебных заседаниях. Всего по Кыргызстану на сегодняшний день функционирует 33 таких центра правовой помощи. До конца этого года планируют открыть еще 2. Граждане будут получать юридическую консультацию по всем направлениям, а также советы по подаче жалоб и апелляций, независимо от своего социального статуса, материального достатка, наличия или отсутствия гражданства. Вторичная квалифицированная юридическая помощь тоже предоставляется гражданам бесплатно, но за счет государства. То есть услуга адвоката будет оплачиваться за счет республиканского бюджета. То есть кто может получать юридически квалифицированную юридическую помощь? Это несовершеннолетние, срочные военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и те граждане, которые ежемесячный доход не превышает шестикратный показатель расчетного показателя, да? То есть минимального зарплата. То есть это, чтобы я объясню нашим телезрителям было понятно, это порядка около 9 тысяч сом. Открытие центров стало возможным при сотрудничестве Министерства юстиции Кыргызской Республики и программы развития ООН в Кыргызстане в рамках проекта к устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызстане, финансируемый Министерством иностранных дел Финляндии. Нам предоставляют помещение, и в зависимости от состояния помещения мы либо делаем ремонт, обеспечиваем оборудованием, мебелью, и Министерство юстиции предоставляет поддержку именно в экспертов в области юридического права. И вот мы вместе, создавая уже 16 центров таких созданных по Кыргызстану, этот 17-й центр, и мы надеемся, что вот эта сеть, которая уже образовалась, она поможет нашим гражданам получить бесплатную помощь в юридической сфере. Кроме консультаций, основные задачи ГГЮП – это правовое просвещение, информирование, повышение уровня правовой защищенности уязвимых групп населения, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение права отдельных категорий граждан на гарантированную государством юридическую помощь. Наргиза Нурмаметова, Бахтыбек Мамацаев, Пирамида.